Вначале я буду перечислять археологические культуры, которые населяли территорию Якутии. Археологическая культура – это некая общность, это может быть несколько племен, которые жили на протяжении нескольких поколений в течение сотен или даже тысяч лет, которых объединял какой-то материальный предмет, деталь, например, керамика, какая-то глиняная посуда, особый орнамент на этой керамике, форма посуды, материал, каменные орудия, способ погребения, курганы, пещеры, а также все, что осталось от костровища, городища, жилища и так далее. Все это представляет научный интерес. И чем древнее культура, тем сложнее сказать, прямые ли это наши предки. А привязывать археологическую культуру напрямую к современному этносу будет не совсем правильно. Потому что, неизвестно, каким образом пришла одна культура на смену другой. Это было ассимилирование, завоевание, уничтожение или вовсе вымирание прежней культуры. До наших дней остались только предметы быта, и чаще всего они не раскроют нам вопрос самосознания или языка. Происхождение народов Якутии можно сравнить с сюжетом Сильмариллиона. Сложно, запутанно, спорно, но примерно понятно. И очень интересно. Хочу сразу предупредить, некоторые исторические вопросы из этого видео глубоко дискуссионны. Однако я поведаю общие черты, наметки и направления. И еще отмечу, что я не расскажу о раннем Железном веке и кулуно-тахской культуре. Потому что видео и так будет достаточно длинным, но если вы хотите познать прям полную картину, прочитайте об этих периодах тоже. А я прежде всего освещу корень появления народов Якутии. Вообще, пожалуй, начну с дерингской культуры. Она же культура Деринг-Юрях. Ее нашли в 80-х годах в Кангаласском улусе на той стороне от Булгуньяхтаха в виде каменных орудий и первоначально дали возраст в 1,8 миллиона лет. А чуть позже предположили и вовсе от 2 до 3 миллионов лет. Что дало бы интересный прецедент о происхождении человека на территории Сибири, а не Африки, как сейчас утверждается. Однако это не подтвердилось, и термолюминесцентный анализ дал возраст примерно в 300 тысяч лет. Что, безусловно, существенно меньше, однако все равно очень интересно. Полемика вокруг этой культуры актуальна и сейчас. Перенесемся на 10-35 тысяч лет назад. Именно столько дают дюктайской культуре. Эти люди жили в пещерах, добывали мамонтов, шерстистых носорогов, бизона, лошадь, северного оленя, лося. Шили одежды из шкуры с помощью костяных иголок. Они рисовали на стенах пещер охрой. Охра – это пигмент, краска, которую получали при смешивании глины и ржавчины, по сути. А также гравировали бивни мамонта. Именно от этой культуры, считается, и произошли все американские индейцы. Да, буквально. Вот все ацтеки, инки, майя, шошоны, сиу, кроу, чероки, иракезы, шаены, майами, магикане и многие-многие другие. Их предки примерно 30-15 тысяч лет назад в количестве до 5000 человек, а некоторые говорят и вовсе 250 и даже 70 человек, через Берингию, а тогда там не было пролива, пешком или по воде, или и пешком, и по воде прибыли на территорию будущей Канады и США, а потом потихоньку мигрировали и на Южную Америку. Окей, ладно. Возвращаемся из жаркой Аргентины к нам в Томмот. Сильно правее от него в Алданском улусе на Сумнагинскую стоянку. По имени этой стоянки мы обнаруживаем сумнагинскую культуру, которая пришла на смену дюктайской. Кстати, когда речь идет о культурах, помните, что они были распространены не только на территории Якутии, но и на обширной территории, грубо от Красноярского края до Чукотки. Так вот, сумнагинская культура. Датировка от 4 до 10 тысяч лет назад. Надо понимать, что тогда заканчивается ледниковый период. Уровень Мирового океана поднимается, и весь мир в целом принимает современный облик. В связи с этим исчезает мамонтовая фауна. Вот эти здоровяки по типу мамонтов, шерстистых носорогов исчезают. Животные становятся более мелкими, и образ жизни людей меняется. Они становятся бродячими, а не оседлыми. Появляются лук, стрелы. Широко распространяется рыболовство, потому что ледники растаяли, появились множество рек, озер и так далее. 4-5 тысяч лет назад, до нашей эры, снова культура меняется. На территории Якутии приходят еще другие племена с юга. Это время сыалахской культуры.
Лук и стрелы распространяются повсеместно. Гарпун, шлифованные каменные орудия, глиняная посуда с сетчатым орнаментом. Затем в 4-3 тысячелетии до нашей эры живет белькачинская культура. После нее имаяхтахская культура. Тут появляются бронзовые изделия, оружие. Затем, пока в Древнем Египте правят фараоны, пока Ахилл кричит у стен Трои «Гектор!», пока Давид пробивает голову камнем Голиафу, пока царь Леонид с криком «Это Спарта!» пинает персидского посла в яму, пока Римская республика начинает рулить по всей Европе, пока Сунь Цзы пишет книжку для успешного успеха будущим эффективным менеджерам, в Якутии живет усмильская культура с 14 по 4 век до нашей эры. Считается, что усмильцы – это предки юкагиров. Также есть предположение, что юкагиры относятся к уральской языковой семье и связаны и с саамами, народом, ныне проживающим на территории Финляндии, Швеции, Норвегии и Мурманской области. Но отделились от них примерно в 7 тысячелетии до нашей эры. Юкагиры имеют общность с нганасанами, малочисленным народом, ныне проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района. У юкагиров была репутация лучших воинов на севере, и чукотское корякское название юкагиров Атал дословно обозначает «сильный». Примерно с 3 века до нашей эры по 12 век нашей эры происходит постепенное заселение Якутии эвенкийскими племенами. С 12 века миграция эвенков с района Байкала на север становится более мощным. Эвенки относятся к тунгусо-манчжурским народностям, которые появились на основе глазковской культуры на территории Прибайкалья и Приангарья. Вообще, в районе озера Байкал появилось множество народностей. К тунгусо-манчжурским народам относят многие сибирские и дальневосточные народы, живущие ныне в России, Монголии и Китае. В России это помимо эвенков и эвенов орачи, ораки, ульчи, удыгейцы, нигидальцы и нанайцы. Эвены сформировались по недавним данным в большей части юкагирами, взаимоассимилированными с эвенками и в теории коряками. Одним из образованных народов, в том числе и на территории Якутии, являются чукчи. Они появились в 4-3 тысячелетии до нашей эры. Кстати, в ходе кровопролитного покорения Якутии и Чукотки в 17 веке Московским царством, чукчи оказались самым боеспособным, ярым и несгибаемым народом, которые по факту так и не были завоеваны вплоть до появления Советского Союза. Народ Саха сформировался на основе местных тунгусских племен, смешанных с племенами, пришедшими с Прибайкалья и Забайкалья, которые испытали влияние со стороны монгольских племен, а также древнего южно-сибирского европеоидного генофонда. В частности, нашими южными предками можно назвать курыкан, древняя народность, которая, по-видимому, объединяла 3 племени – тюрков, тунгусов и протобурят, проживающих в Байкальском регионе. Почему такая гремучая смесь? Объясню. На территории Великой Степи Евразии, а это гигантская территория, формировались кочевые народы ровно с того момента, как люди одомашнили лошадь, примерно 3500 лет до нашей эры. И как только эти кочевники появились, так они все это время сражались, бились, пили кумыс, скакали на лошади. Собирались толпой, били китайцев, собирались толпой, били европейцев. Где-то там куски кочевников оседали, помогали пройти Великий Шелковый путь, мешали пройти Шелковый путь. Все эти скифы, сарматы, половцы, печенеги, тюрки, булгары, агузы, хазары, монголы, татары, гунны – все это кочевники. И почти все народы, живущие сейчас на территории Великой Степи или рядом, их потомки. Казахи, калмыки, узбеки, болгары, киргизы, башкиры, татары, монголы, близкие народу Саха по южному происхождению будут хакасы, алтайцы, буряты, тувинцы, тафалары, телеуты, теленгиты, чулымцы, кумандинцы, шорцы, челканцы, тубалары. Если вы не знали, все эти народы живут в России. С начала 17 века пошло заселение Якутии русским населением. Первоначально это были мангазейские, енисейские и тобольские казаки, профессиональные воины-захватчики, огнем и мечом установившие власть Московского царства. Но за ними уже прибывают пашенные крестьяне, которые, заселившись в районе Алекминского, Хангаласского улусов и других, медленно, но верно взаимоассимилируются с местным населением. Кстати, от слова «пашенный» происходит якутское слово «багный», что означает метисов Якутии, в частности, сахаляров.
Часть служилых людей, обосновавшихся на севере Якутии, в результате или бегства, или просто переселения в районе Колымы и Индигирки, стали представлять русских старожилов, русско-устинцев и пахатчан. Долгая жизнь в изолированной среде позволила им сохранить самобытный северно-русский говор. Как говорил мой знакомый русско-устинец Олег, в теории на таком наречии могла бы говорить вся Россия, если бы Новгород в свое время стал главным городом на Руси. В районе Таймыра с XVI века жили так называемые затундренные крестьяне, которые также представили русских старожилов. В конце XVIII века часть затундренных крестьян, взаимодействуя с саха и эвенками, сложили долганский этнос. Вторая крупная волна переселенцев была в XX веке с началом добычи полезных ископаемых. Это были как и заключенные ГУЛАГа, силами которых были построены многие поселки, города, дороги, промышленность и в целом инфраструктура, так и поколения работяг, молодежи, комсомольцев, прибывших строить БАМ, Мирный, Нерюнгри, Алдан и другие населенные пункты под харизматичную советскую пропаганду и под чутким руководством Чиряева. Не забудем также и ссыльных, прибывавших в Якутию из самых разных уголков Российской империи на протяжении всего существования Якутской области. В 20 веке прибывали не только русские, но и украинцы, татары, буряты, белорусы, башкирцы, немцы, чуваши, мордвинцы и многие другие со всего Советского Союза. И для большинства из них Якутия такой же родной дом. Я сам вырос в Нерюнгри и видел, как глаза загораются у старшего поколения основателей города, когда они рассказывают о том, как начинали свой путь, с каким невероятным романтизмом они помнят свою молодость. Ну и одной из последних недавних миграций являются выходцы со Средней Азии и других регионов. Узбеки, киргизы, таджики, китайцы, армяне и многие другие. Время от времени в сети появляется некое неприятие в их сторону, но я хочу напомнить, что нынешние рабочие мигранты приехали по приглашению самих властей. Официально, по документам, и если вы недовольны иммиграционной политикой нашей страны, то логично задавать вопросы в первую очередь у нашей власти. Ведь в большинстве случаев это люди, которые приехали работать, без всякого злого умысла. Это работяги, которые приехали жить по нашим законам, безусловно. Однако, если вам это в целом не нравится, вопросы к нашей власти. Вот такова краткая история появления народов Якутии. У нас имеется уникальный опыт взаимодействия с друг другом, и важно сохранить эти теплые отношения и пронести их сквозь века. Потому что поссориться с человеком очень легко, чтобы найти конфликт, начать ссору, ничего не нужно. Любые проблемы могут возникнуть на пустом месте. А вот построить доверительные, созидательные и плодотворные отношения гораздо сложнее, но при этом намного эффективнее для любой стороны. Но вне зависимости от национальности, молодежь нередко покидает нашу родину. Даже если вы планируете остаться в Якутии навсегда, все равно ваши дети вырастут и уедут с этой земли рано или поздно, если ничего здесь не изменится. Из моего школьного выпуска в Нерюнгри уехало навсегда из Якутии более половины. У меня есть и родственники, кто уехал из Якутии, может не навсегда, но тем не менее. И ничего хорошего в этой тенденции нет. Важно строить комфортные условия и у нас в республике. Дать возможность творческой и карьерной реализации у нас, на нашей земле. Обеспечивать комфортную городскую среду. Потому что помимо размытого будущего в Якутии, а в некоторых регионах и неприкрытой разрухи, у нас невероятно экстремальный климат. По факту мы живем в самом холодном регионе на Земле. А летом в центральной Якутии неимоверная жара. Почти никто на всей планете не живет с такими дикими перепадами температур. Никто, кроме нас. Поэтому нам вместе просто необходимо добиваться лучшей жизни. Учтите также, что нас вместе взятых чуть меньше миллиона. Каждый человек на счету. Давайте постараемся беречь друг друга, относиться взаимоуважением и взаимопониманием. Просто примите для себя, что это наша земля, наша родина, и мы здесь хозяева. Ни для кого эта земля не будет ближе, кроме нас, якутян. Ча! Уважаемые зрители, если вы хотите поддержать канал, в описании YouTube есть ссылка на донат, а также в шапке профиля Инстаграма. Ваша поддержка поможет больше и чаще выпускать полезный материал. Спасибо.